веселых танцев и звуков духового оркестра начался День Святого Патрика в Нижнем Новгороде. Принять участие в мастер-классах и веселых конкурсах мог каждый желающий. Побеждала, конечно, дружба. Ведь в этот день все люди становятся одной большой ирландской семьей. Почтить память святого пришел сегодня и Владимир Гарбузов, руководитель школы шотландского танца. Мужчина, даже несмотря на русские морозы, в традиционном наряде. Говорит, теплые улыбки друзей и энергичные движения помогают согреться. Это боевой наряд, он такой... несколько адаптированный под условия русской зимы. Вот еще шапка наготове в машине лежит, но в принципе так, что вот якобитка, килт, спорон, обувь какая-то подходящая под то покрытие, на котором танцуешь. Попробовать себя в роли танцора под открытым небом – занятие действительно увлекательное. Тем более, что движения настолько простые, что уже через пару минут репетиций устоять на месте практически невозможно, уверяют организаторы. Танцевать вот эти танцы, которые сейчас происходят на заднем плане, очень просто. Есть танцы, которые сложнее. Это те, которые показываются на сцене в жестких ботиночках, степ, который танцует риверденс. А ирландскую культуру изучить, это так же, как и свою, наверное, невозможно до конца. День Святого Патрика давно перерос национальные границы и стал своего рода международным днем Ирландии. По преданию, покровитель Зеленого острова принес христианство и изгнал всех змей. Традиционно в День Святого Патрика устраиваются парады. На улицу выходят люди, одетые в экстравагантные костюмы. Обязательным атрибутом праздника является волынка. Умение играть на подобном инструменте требует невероятного мастерства. Самые интересные события происходят вечером, когда народ разбредается по разным местам Нижнего Новгорода. День, когда весь мир зеленый, а люди в нем ирландцы. Именно так называют праздник Святого Патрика. Для того, чтобы приобщиться к ирландской культуре, достаточно одеть что-нибудь зеленое и попробовать национальные угощения. Печенье в виде клевера – своеобразный символ Ирландии и удачи. Желающих получить такой съедобный приз было хоть отбавляй. Для этого надо было угадать известную ирландскую мелодию или станцевать. Да так, чтобы партнером по танцу был новый сосед, а не швабра. Тем, кому сегодня не повезло, не расстраивались. Кружась в танце, можно завести новые знакомства. А это куда ценнее праздничных угощений. Альфия Бекзентеева, Дмитрий Платунов, служба новостей «Город».